В Ленске в пожаре на дачных участках сгорели 2 человека. 22 октября около часу ночи в диспетчерскую пожарной охраны Ленска поступило телефонное сообщение о возгорании в районе линии 9. По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит дачный дом. После ликвидации пожара при проведении разведочных работ было обнаружено 2 тела, предположительно мужских. Их личности на данный момент не установлены. Когда пожарная бригада прибыла на место происшествия, дачный дом горел открытым пламенем по всей площади. Также огонь распространился на дворовую постройку, гараж. Проникнуть внутрь дома не представлялось возможным. Были ли люди в состоянии алкогольного опьянения, установит экспертиза, как и причину смерти. По предположительным причинам при осмотре было установлено, что больше всего пострадала крыша дома в первую очередь. Соответственно, и вот где вот отопительная печь, там вот в основном и прогорела. Соответственно, предположительная причина, скорее всего, разделка топочной печи, то есть печку затопили, и в итоге с крыши начался пожар. Уголовное дело по факту ДТП 2 микроавтобусов, из-за которого погибло 2 пассажиров и было госпитализировано 17 человек, расследуют в Татинском районе республики. Об этом сообщает прокуратура региона. Автоавария произошла осенью этого года на 236-м километре трассы Колыма. Водитель Toyota Hiace Regius выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace. 1 пассажир погиб на месте происшествия. Всех пострадавших доставили в Татинскую ЦРБ. Позже 2 пассажирка скончалась в больнице. Сообщается, что водители имеют разрешительные документы на перевозку пассажиров, зарегистрированы в поселке Хандыга Тампонского района. При этом в Toyota Hiace были обнаружены незарегистрированные дополнительные сиденья. Проверкой выявлены факты непроведения Тампонским отделом ГИБДД каких-либо профилактических мероприятий, направленных на предупреждение ДТП на автомобильной дороге Колыма, что привело к несоблюдению требований и совершению дорожно-транспортного происшествия, причинению граждан вреда здоровья и их гибели, сообщает прокуратура. Также выяснилось, что на автодороге есть недостатки эксплуатационного состояния. Прокуратура Чурапчинского района провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Установлено, что 2 молодых людей, являясь сиротами, состояли в списке граждан, подлежащих внеочередному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда. Однако в нарушение требований законодательства в установленный срок им квартиры не предоставлены. В целях защиты нарушенных прав граждан прокуратура внесла в адрес главы муниципалитета представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования права сирот восстановлены, им выделены благоустроенные жилые помещения, отвечающие всем установленным требованиям. В Якутске внедорожник сбил 2 девушек и скрылся с места происшествия. Пострадавшие переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Момент наезда попал на видео. Примерно в 10 часов вечера на регулируемом перекрестке улиц Петра Алексеева и Лермонтова произошел наезд на 2 девушек. Неустановленный водитель, управляя автомобилем Lexus RX 300, следовал по улице Лермонтова со стороны улицы Курашова. При повороте направо он совершил наезд на 2 девушек, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда девушки 1996 и 1989 годов рождения с различными травмами доставлены в больницу, им назначено лечение. В ГИБДД сообщают, что по факту ДТП проводится административное расследование. Еще одно ДТП в Якутске произошло на Покровском тракте. Водитель сбил женщину с ребенком. Пострадавшие переходили дорогу по пешеходному переходу. 21 октября около 8 часов вечера на Покровском тракте произошел наезд на пешеходов. Водитель 1987 года рождения на автомобиле Honda Fit сбил женщину 1986 года рождения и ребенка 2015 года рождения. Пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта. Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и доставила женщину с ребенком в медучреждение. Женщина получила закрытый перелом лонной кости и госпитализирована в РБ номер 2. 5-летняя девочка получила ушибы ноги и рук. Ей назначено амбулаторное лечение. Согласно медосвидетельствованию, состояние опьянения у водителя не установлено. Здание континентального телевидения в Лагосе в среду охватили языки пламени. Пожар вспыхнул после того, как телецентр в крупнейшем городе Нигерии атаковали разъяренные демонстранты. По словам очевидца Рейтер, во время прямого эфира шоу «Ваш взгляд» в кадре зазвучали крики, и один из ведущих сообщил, что на территорию ворвались хулиганы. Гнев протестующих был вызван произошедшими накануне столкновениями с силовиками, во время которых военные пустили в ход боевые патроны. Губернатор штата заявил, что в результате стрельбы несколько человек пострадали, но никто не погиб. По оценкам правозащитной организации Amnesty International, с начала октября жертвами беспорядков стали как минимум 15 человек. Власти эти цифры опровергают.
Протесты продолжаются в Нигерии третью неделю. Первоначально они были направлены против специального полицейского подразделения по борьбе с ограблениями САРС. Правозащитники много лет обвиняют этот отдел в похищениях, пытках и убийствах. В начале октября в сети появилось видео, на котором, предположительно, сотрудники САРС убивают задержанного. В полиции заявили, что ролик – постановка, но в итоге все равно расформировали отдел. Протесты, впрочем, это не остановило. Теперь митингующие требуют широкомасштабной реформы правоохранительных органов.